Ку-ку. Привет, привет. Как делишки? Привет, привет. Не скучали? 3 дня меня не было. Видео потом еще там домонтирую и, наверное, сегодня выложу. Чуть позже. Яркое. Ага. Сегодня вот такая, да. Ну, у меня тоже так нормально, в принципе. Ай, скучали очень. Понятно. Ну что, сегодня будет жопа боль? Отдохнуть? Ну да, нормально, в принципе. Сегодня будет жопа боль, и потом я хочу этот. В конце там, короче, вышла новая серия. Я стесняюсь своего тела, посмотрим потом. Чуть-чуть поиграем, наверное, часа 2, да, может быть. Может, 3. Ну, посмотрим. И посмотрим потом эту передачу эту. Посмотрим. Заела. Привет, привет. Ну все, поехали. Я еще ну перед тем, как запустить игру, я думала, сейчас опять, наверное, обновление будет. Я не проверила же. Нет, ничего не было, слава богу. А то бы сейчас опять сидели бы, миллион лет ждали. Так, ну все, поехали. Вообще-то первые мои видео, хотя нет, не первые. Третье видео, может быть, там у меня вот эта футболка была. А первые 2 видео там была, да, тоже черная. Что там будет вообще прям стрёмно очень, да? Дальше вот, где вот мы остановились. Ну, походу, мы сегодня сгорим. Ну, я. О, сейчас текстуры прогрузятся. Так, а что нам надо было? Нам надо туда. Нам надо... Так, патроны у нас есть вот здесь. Босс будет. Вот чёрт. А чё у нас топор такой? А, там же другой был, вроде бы. Или нет? Ладно. Так, ну все. Там, кстати, на ютубе видео опять было авторские права. Ну, за это вроде ничего не сделали. Ну, если бы, наверное... Хотя нет, наверное, нет. Даже если бы у меня была бы монетизация, мне бы ничего не было бы. Как всегда. Храс, открывай. К сожалению. У меня нет функции отпирания дверей. Понятно, можешь не продолжать. Будем искать способ. Небольшой спойлер, стрелять в него не обязательно. Это как в этом, что ли, в резике бить очевидные места, да, которые выделяются. Что такое? Нет, 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 нет. Блин, а что делать? Куда идти-то? Так, здесь ничего нету. Может, они меня сейчас потеряют?
Я не хочу на них патроны тратить. Ага. Так, а нам куда? Мы здесь. Может быть нам тем самым открыть так... Ой, господи. Ворота? Куда цель нас ведет? Туда, да? Прямо. О, господи. Так. Может быть... Чё? Непонятно, ладно. Нам надо открыть ворота. Что это я сделала? Что это? На F нажал. Даже не посмотрела, что я сделала. What? Ай, ничего не понимаю. Так. Тут очень много камер. Нам сюда надо, да? Арена. Понятно. Что же это за арена? А мы открыли ворота или нет? Это что такое? А почему на эти камеры не переключают? Только вот на этот. Типа тени работают, что ли? Вот сволочи. Так, ладно. Ничего не понимаю. Ничего не понятно. А как туда? Через стол? Так, ладно. Сейчас пойдем. Проверим. Яй! Нет, нет, нет. No. No, 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 no. Вот же что-то ведет. Что я туплю? Блин, скример. Это кабина с терминалом Грифа. Но в момент активации экстренного протокола система безопасности заблокировала двери кабины, чтобы исключить несанкционированный доступ. Что происходит? Блять, сука. Я думала, это вода. А это что, не вода, что ли? Блядь, что за херня? Я не хочу на них патроны тратить. Кстати, да, что-то странно вообще по воде. Я думала, они упадут в воду или что? Что за бред? Остановиться.
Где? Да. Кстати, простите за мой перфекционизм. Это, это спасибо за 10 рублей. А, Этот, как его? Вот этот звук моего доната есть же. Короче, недавно мы смотрели этот Человек-паук сквозь вселенные, или как это там называется, или много вселенных. Короче, мультик этот. И там у этой аниме девочки, там, которая тоже Человек-паук, у нее был такой звук. Вот этот. Я, короче, когда во время вот этого мультика сидела, смотрела, я думала, что мне задонатили. Я что-то такая. Потом, ну, смотрю, ОБС у меня не открыт, ничего такого не открыто. Я такая не поняла, откуда этот звук. Назад, короче, делаю, а это оттуда, оказывается, этот вот эта вот херня. Заперто. Как всегда. Храс, открывай. После каждого действия надо бежать к У сохранялке. меня нет видимо. функции отпирания дверей. Понятно, можешь Да не уж. продолжать. Будем искать способ. Так, ладно, надо разобраться с этими роботами. Не успел в Москве отгреметь первомайский Что военный значит, по воде можно ходить? полным ходом идет подготовка А, к праздничному шествию в честь запуска ну что, идите сюда. Это кабина с терминалом грифа. На момент активации экстренного протокола система безопасности заблокировала двери кабины, чтобы исключить несанкционированный доступ. И чё? Крас, почему удар шока проходит через полимерные сгустки, а через обычную воду не идет? Она что, дистиллированная тут везде? Вы демонстрируете прекрасное познание физики, товарищ майор, и вы могли бы быть правы, но нет, вода обычная. Шок – изолированное электричество, действующее лишь внутри облака дисперсионного полимера. Понятно. Работает только с менее плотными средами. Например, другими полимерами. Или электрическими полями. Тоже касается и других способностей перчатки, например, стужи. Как масло в воде, значит. Храни вас, Тесла, майор. А что делать-то? Ой, блин, идет сюда. Ничего не понимаю пока. А я... Как же Куплинов горел? Да он всегда горит, мне кажется. Я... Сука. Ладно. Шо нахер? Нахер. Нахер. Иди нахер. Блядь. Понятно. Так, иди отсюда, а. Открыть этот домик с той вышки, наверное, особо не запомнил моменты, где нужно думать головой. Пошел нахер.
Отвали. Выберите желаемое. Так, нужно боеприпас. Так, подожди-ка. 9 сделаем. Как работа? Да, нормально, как обычно все. Авторизация. Да ничего нового на работе. Ну, работаю. Работа как работа. Так, вот это надо взять. А, у меня же этого нет пока что. И вот это что такое я забыла? Что за херня? Так. Недостаточно, недостаточно. Это уже имеется. Ну вот зачем вот придумали вот эту херню, если я не могу ей взаимодействовать? Приходится скроллить, а это не так уж удобно, блин. Что вот кто вот это сделал, чтобы горел в аду нахрен. От гранатомета крепеша. Так. Здоровье надо взять, наверное, скорее всего. Возьму. Так, и здесь есть, да, вот оно, сохранение. Сохранение данных. Так, все. Блять. Иди нахер. И ты тоже иди нахер. Я не помню, как там надо было. А, этот пистолетик сам заряжается. Ладно. Смотрите, опять он ходит, блин, гнида. Вон еще, блин, ходят гниды. Заткнись. Так. Значит, надо думать, да, тут? Нет. Чего игнорят? Я тебя не игнорю. Я же ответила. Ля. Там, где камера смотрела, надо открыть дверь через... Еще это мне надо, значит... Куда? Не понял. Куда мне надо? Ладно, тут кругом эти роботы ходят, вообще опасно тут ходить. Так, а где эта штука может быть? Рядышком. Блять. Может, сюда? Нет, херня какая-то. О, валанчик. Отлично. Какой валанчик? Так, что тут у нас? Так. Вы собираетесь отключить гриф? Но гриф не отвечает за открытие дверей ВДНХ. Мне нужна любая зацепка. Начну с грифа. Так, нам сюда надо. Даже.
А, вот. А. О, господи, я видела свои ноги. Так, нам сейчас туда. Надо как-то так аккуратненько. Блять, стоит, ждет гнида. Иди в жопу. Блять. Заяц волк. Блять. Хочу сказать Да где у тебя кое-что на кнопка, П, падла? но нельзя говорить такое. Задолбали, Кнопка техобслуживания грифа. Что она дает? Гриф приземлится для взаимодействия с техником. И долго он будет стоять? Без контакта с инженером-ремонтником очень недолго. Тогда стоит поторапливаться. Что вы задумали? Взлечу на грифе и осмотрю местность сверху. Может, увижу что-нибудь. а? Зацепитесь за гриф. Где он? А, вот он. Преодоление вертикальных За трубу параллелей. цепляться, что ли? Держитесь крепче. Взлет на грифе конструкции не предусмотрен. Держусь. Держись, держись. Это еще что за канаты? Раньше их не было. Канаты служат для стабилизации грифа в непогоду. Вот как. Может спуститься по канату? Все, жопа началась. Интересный факт. С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь. Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Так, что делать тут? Ой. Ёбаный, ой. Чебурек. Ау. Так, а что делать? Пока непонятно. Ну, она что-то там сломала, да? Стукнулась об нее. Желтые колбы стреляй. Я стрелять, что-то подмышки зачесались. Там много выше, включай и жди, пока столкнется. Угу. Ну, я, в принципе, поняла, что надо делать. Она типа об них стукается и тем самым повреждается. Ромашки. Подсолнечники такие искусственные. Сейчас прикол будет с самого начала. Интересный факт. С высоты птичьего полета Ладно, можно увидеть, нормально. что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Сохранение данных. Ну, в принципе, тут и так сохранилось. Хэппи Вульф только через вышки прошел, даже не бил сам. Хэппи Вульф. А сейчас пока нельзя, да? Ага.
А пока наоборот. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Твою мать, вот это Только сюрприз. чёрному Опять она. коту не Берегитесь, везёт. робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Так надо? Или стрелять надо прям? Ой. Ой, ой, ой. Как? Ой, ой, ой. Я не понимаю, как надо стрелять. А чё не получается? Колбы в ней появляются. В него, у него появляются колбы, в них стреляй. Чё, блин, какие нахрен колбы еще? Блять, вот это заебало, блин, уже. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Алло, Альфа-банк, ведущий специалист Васильева Светлана Викторовна. Скажите, вам знаком Монастырев Павел Витальевич? Нет, хватит мне звонить уже. А данный номер телефона ваш личный? Да, мой Просто личный, другой хватит звонок звонить. какой. Давно номер телефона приобретали? Да. Вы мне уже звонили до этого, то же самое девушка говорила. Я ей то же самое сказала. Хорошо, Вы поняла. с разных номеров мне задолбали уже звонить. Сколько можно уже? Сим-карту вы оформили официально, правильно? Да, оформила При официально. приобретении. Ну, всего доброго. До свидания. Заебали, блядь, этот ебучий Альфа-банк, блядь, соси жопу, блин. Интересный факт. С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Ебучий Альфа-банк, блядь, еще с разных номеров, блин, еще звонит. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Чё, вот это надо? Я не понимаю, что надо делать! Какая колба, блядь, сука! Какая нахрен колба? И чё? Короче, Альфа-банк, если ты еще раз мне позвонишь, я этот за себя не отвечаю. Самый ебаный, блин, банк в мире. 4 волны подряд, это жестко. Интересный факт. С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Ах ты! Так, вот это вот, получается, они должны вылезать вот с этих штуковин, да? Так, давайте, короче, потренируемся. Уже кто-то не отдал, боже.
Ну, там история запутанная на самом деле. Так, вот смотрите. Должна вот такая херня появляться. Короче, вот здесь она вот так фиолетовым, таким желтеньким, оранжевым горит. Что я должна делать? Я должна в нее стрелять? Я в нее стреляла, но она не вылезала. Значит, что я должна делать? Сколько их тут таких штук? Раз, два, 3, 4, 5? 5, да? Или сколько? Что, на этой пустыне встают, что ли? Сквозь, оказывается, проходит. Так, отсюда мы пришли. Обратно можно пойти? О, можно обратно. А, нет, нельзя. Так. Еще где есть? Все, только вот по кругу вот эти, да, штуки. Я должна к роботу подходить и забирать. Или что? Нужно несколько раз поумирать, чтобы понять, как работает. Так я уже и так достаточно умерла. Да, это понятно, что я должна ее убить. Ладно. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Вот что-то она там делала, вот стояла вот так. Чё к чему это? А? Ну и пока вы не подскажете мне нормально, мы будем смотреть на вот это. Интересный факт. С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Не знаю. Что-нибудь. Опа. Нет? Что, Шпунь, не любит? А? Пока не понимаю ничего, что происходит.
А у меня нету больше. А, С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Доступ разрешен. надо эти ресурсы. Так, топор, значит, пока не нужен. Нам надо, знаете, что? Вот это надо. Побольше. А вот это средняя... А, вот среднюю капсулу надо. 10 штук сделаем. Так, это что? Так, это вот этот... А, не-не, вот это мы возьмем. Мы, наверное, вот это отложим пока. Сейчас расформируем все, как в Резиденте. Вот это что такое-то? Все. Вот так вот. Сохранение данных. Ну, вы видели, сейчас появилась Вот это моделька сюрприз. этого робота Опять она. в полу. Берегитесь, робот ежехозяин Должно не очень опасен. хватить. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Я просто думала, надо эти поднимать штуки, она же об них стукается. Думаешь? Сейчас посмотрим. Где она? Ну, сейчас попробуем дробовиком тогда. Ну, пистолетом тоже, потому что дробовиком там... У дробовика мало. Не, ну вот эта херня-то тоже Майор, хорошая. Оружие. Просто она немножко слабовата, конечно. Но она тоже взрывает нормально так. Блин, дробовик место занимает. Это надо делать патроны.
Доступ разрешен. Так, вот есть. Так. Тут, наверное, лучше вот эти большие сделать. Вот это бы пригодилось бы точно. Но у меня мало ресурсов. Блин, я забыла, что вот это не работает. Приходится ролить. А что вот это такое? Огненная кассета. Что за огненная кассета? Ничего не понятно, да. Херня какая-то. Блин, щит бы пригодился. Ничего себе. Да. Ну, по сути, можно было бы сейчас побегать. И ресурсы. Ну, в принципе, можно же так сделать. Мы можем попробовать. Ой. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Где такое? Так быстрее, да. А, жесть! Ни хрена себе. А я. А я. Бля. О. А, сука. Зайцы. Ля-ля. Что такое? Почему меня тянет? Почему меня тянет? Сука. А, вон еще сзади, оказывается, есть. Бежит. А, оно само вылезает. Все понятно. Блять. Блять, заряд, ёлки. Вовремя. Блять, сука. А, блин, этот... Куколка эта слабая вообще. А.
Ой. Блять. Ау. Ну, в принципе, понятно. Доступ разрешен. Вот был бы заряд на этом побольше. Что за 4 патрона, блин, каких-то вонючих? Под каким-то углом, что ли, стрелять надо? Бля, мы не сохранились. Короче, сейчас еще сделаю эти боеприпасы. Майор, оружие или... Почему оно так появляется? Так, ну ладно. Мы не сохранились, я поняла. Ну, 12 штук маловато, конечно. Побольше бы. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Да, напросился. Короче, бегаю здесь вот поблизости к этим штукам. Ау. Бля.
Я. Скотина, блядь. А. А. Это был мирный робот? Серьезно? Это вот эта вот штука мирный робот? Вам виднее, товарищ майор. У вас богатый опыт взаимодействия с боевыми роботами. У меня? Черт. Ну, да. Только я не помню ни хрена. Они другие вроде. Чё? Кстати, посмотрел видосы на Резик Ремейк 4, но он не страшный же. И Резиков 7 и 8 страшный прям. А это так, шутанчик убивать. Вурдалаков. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Сохранение данных. Так, доберитесь до выставки. Где? Уф. Как торжественно. Впечатляет. Сразу чувствуется, что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного. Если б только не труп. Киборг-убийца. Торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0. В понедельник сюда прибудет все высшее партийное руководство. До понедельника я здесь все исправлю. Буду рад, если ваш оптимизм оправдается. Оправдается, увидишь. Ой, Больше что-то. я Дмитрия Сергеевича не подведу. И тут запер. Кто все это запирает? У него Ой, дома, я наверное, патрон... даже сортир. этот топор не взяла. Планировалось сделать открытие этих дверей символическим действом. Символическим? В смысле? Система зеркал должна Что-то как-то ярко, что ли, слишком. сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей Солнечной системы, которую вы видите высоко над входом. Попробую организовать. Чё? А. Так, а тут будет босс? Может, лучше этот? Ладно. Ой. Чё это? А, я думала, меня кто-то бьет. Не. Что это за звук? Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Уровень тревоги 0 у меня. Думаешь? Ну не туда же.
Так, отлично. Правое зеркало установлено. А, Левое зеркало не работает. Что-то застопорило подъемный механизм и не позволяет зеркалу подняться. Понятно. Снова лазать по подвалу. Я уеду, Не входить. Комарова. И череп с костями. Очень ободряет. Где это я? В данном подземном уровне размещена система магнитной... Находясь в зоне сильных магнитных полей, вы можете использовать шок на магнитные катушки для смены их полярности. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор. Что? То есть меня может раздавить опускающейся магнитной стеной? Теоретически не должно, но это не точно. Я тут впервые. Да неужели? Странно. Ну, Что он сказал? Он тут не впервые? Товарищ майор, вы уже проникли в комплекс ВДНХ? частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации. Ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда не суйся под руку. Ой. Ой. А можно как-то залезть обратно? А чё, если мы упали, то все? А, нет. О, Господи. Так, ну-ка. Так. А это нас убьет, наверное. Он тут впервые. Сможешь залезть? Нет. Так. Тут было где-то... Вот. Оба. О! Блять, ненавижу вот эту... Так, туда нам надо. Туда нам надо. О. Опять эти уроды усатые. Ну куда ж без вас-то? Блять. Чего, блять? Ну что он мне сделал? Массаж простаты, что ли? Что это было, блин, такое? Ой. Господи. Ой. А мы там сохранились где-то в жопе, вроде. Да? Нормально. Товарищ Сейчас майор, быстренько это вы уже решим. проникли в комплекс ВДНХ? Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации. Ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда не суйся под руку. А мы умрем, если это. А, вот как.
Сохранение данных. Че уставился, ушлепок железный? Пора на свалку! Да. Знаем мы эти приколы ваши. Резиденты еще. Валяться, так притворяться. Что звуки какие-то. Еще одна дверь без замка. Храс, где тут рыли? На стенах я ничего похожего не замечал. Ой, блин, простите. И чё это? А, во. Зачем тут вообще этот гребаный лабиринт? Система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастроф? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы – это ее обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука — это сила, тут не поспоришь. Нам бы еще как-то найти путь через это гребаное магнитное царство. Не хочу с ним драться сильно. О, Шапки были, костюмы были, сапоги были, плана не было. Ты о чем? Да мы с напарником тут работали на магнитах, и каждый день боялись, что нас по недосмотру за земли. Носили штаны прорезиненные, таблетки пили, фольгу под каску пихали, чтобы не разорвало магнитным полем. А убили тебя роботы? Да не роботы, а недальновидность. Нужно было еще бронежилетами запастись, оружием. Понимаешь, не в роботах проблема, а в плохой подготовке. Всегда нужно наперед знать. Дальше-то что? Ко всему все равно не подготовишься. Нет, нет, нет. Это оправдание слабых. Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе все, что может пригодиться. Каждый патрон трать с умом. И от убежища до убежища перебежками. Никуда не суйся без нужды. Как же скучно жить, по твоему совету, будет. Зато будешь делать Спасибо. как я. Дальше проживешь. Есть в этом маленький логический проем. Но тебе, конечно, видней. well. Ну-ка, сможешь? Сможешь. А тут делать нечего. О, так, думай. Думай, Лена, думай. О май гад. Так. Ням. Так, пока не поняла я, как туда попасть. А. О! Блядь. Ну, майор, ну ёшкин ты, матрёшкин. Ну, держись, ёлки-палки. А чё там? А чё не открывается?
Ой, не туда, не в ту сторону. А чё, почему не открывается? Нет. Не поняла. Машинное отделение. Я что-то упустила опять. Что надо делать-то? А что он еще насчет этого не говорит? Как туда попасть? А? Может, надо что-то найти, включить? Опа. Нет. Не понял. Крас, какого черта товарищ Молотов ополчился на академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за 2 дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у академика Сеченова плоды его трудов за 2 дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а следовательно и всем процессом полимеризации СССР. При чем здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных трупов. Боюсь, что товарищу Молотову нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты что несешь, перчатку? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал академик Сеченов. Не спорю. Но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор. И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажешь, что во всем виновата горстка ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так ли? Ну так, и что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться к правительству и ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо предпримут иные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Так, все. Я почему остановилась? Просто когда идешь куда-то там, и потом там начинается другой диалог, короче, прерывается этот нынешний их диалог. Смешная штука. Пенный. Оу. Чё ты такой набираю? Ой, бля. Так, там открыто, да, вроде? Мгм.
О, привет! Как делишки? О, смотрите, там еще что-то. А там что-нибудь было? Стоит туда спускаться? Блин, не знаю, короче. Тут так роботы эти так смешно сидят. Ладно, спущусь, наверное, вниз. Так вот. Что это тут у нас? Может, что-нибудь есть? Блин. Ла-ла-ла-ла. Ли-ли-ли. Ли-ли-ли. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла. Ла-ла-ла-ла. Ой, не попала. Так, а как нам попасть вон туда? Так. Манекен — это вообще отдельную игру надо проходить, чтобы рассмотреть эти шедевральные позы. Чуть не умерла от онемевшей жопы. Так отлично. Можно еще жить, натужить месяц во Вьетнаме. Онемевшая жопа. А, ты куда-то ехала же, да? Я там в сторис что-то видела. Почему в Атомике не показали грязь, которая присутствует везде? Грязь? Какая грязь? Какая грязь? Грязь. Грязь. Ой. Отрыжки за отрыжками. Нам надо туда. А я не смогу же долететь. Значит, надо туда. Даже? А на вот эту красную... Надо вот на эту встать. Ага, вот, смотри. Потом, короче, такой берешь. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию врагам, и все пропало. Но ведь можно ввести на территории предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ или отряд Аргентум, подчиненный лично Сечину. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые наведут тут порядок очень быстро. Вам ли не знать? Но это же, в смысле, ебучие пироги. Ни хрена не понимаю. Почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот, он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что Да блин, а недоброжелатели почему? отберут у него коллектив? Я больше Сейчас, от этого когда уже гореть всё сейчас буду, чем изобретено, от создано и робота. построено, рулить Чем от коллективом босса. может любой чинушек. Именно. Все уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свое дело. Дальше осталось только пользоваться плодами. Значит, не сюда, что ли? То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Но разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равнее. Сохранение данных. Оу, о май гад. Вот это поза. Это вообще какой-то этот.
Опять загадка. Лукашенко. Вообще чисто наугад постоянно вот эту херню делаю. Вообще не думаю даже. Да, кстати, Нет, но тут я в курсе, везде что одни у высшего Лукашенко. партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все — это значит никто. Когда спросить не с кого, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете? Давайте Это разберем отсылка на ваши Лукашенко. аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. Это заблуждение. Сеть принципе, коллектив одни и те это, же по позы. сути, коллективный разум. Слившееся воедино человечество будет мгновенно и одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Ну, до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить. Вы совершенно правы. Уровень сознательности населения планеты недостаточен для запуска коллектива. Высшее руководство СССР понимает. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномочия, Это я. превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Точно всегда было именно так? Или же все-таки всегда был один непререкаемый лидер, под дудку которого плясало Политбюро, Совет Министров и так далее? Ты хочешь сказать, что в коллективе тоже будет один лидер? Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи нейроконнекта. Устройство мысль — это общеизвестно. Для простых граждан существует устройство мысли. Ща Но для дослушаем привилегированных диалог. руководителей созданы эксклюзивные коннекторы с литерной маркировкой. Лукашенко Тот, кто сиськами. обладает таким коннектором, будет иметь в сети высший приоритет. То есть даже лидеры будут равны между собой. Это хорошо. Почти. Дело в том, что запустить коллектив можно только с альфа-коннектора. Он ключ ко всему, в том числе к раздаче особых полномочий. То есть альфа-коннектор находится сейчас у Дмитрия Сергеевича? Товарищ Молотов хочет отстранить его от руководства предприятием, чтобы получить альфа-коннектор себе? Именно так. Множество людей, погибших здесь в результате злодеяний предателя Петрова, интересует товарища Молотова крайне опосредованно. Ему нужна власть над сетью коллектива. Он летит сюда за ней. Ебучие пироги. Он мне никогда не нравился. Вечно у него к Сеченову какие-нибудь претензии. Но такой херни я от него не... В зависимости от кассеты, кассетник дает оружие, на которых он установлен элементарно... ожидал. Нужно торопиться. Так вот и появились в России будущего трансгендеры. Смотри, что они делают? Опять с сиськами. Эти тоже с сиськами. Почему эти с сиськами? Это какой-то Фредди Меркьюри. Меркьюри. И вот из-за этой мелочи тут все заклинило. Сложно тут у них. Вы можете подняться на поверхность прямо вместе с зеркалом. Да уж само собой. Я быстрее нирваны достигну, чем обратным путем вернусь. Легко. Ви уже проникли внутрь ВДНХ, товарищ майор? Платформа контрсправительственной комиссии уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать. Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов — это ваша задача. Языком ты работаешь, а не головой. В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение задания. Чё? Я молчу. Вот и отлично. Чё?
языком работал. Опа. Тут вроде что-то надо, какой-то у кого-то код же взять, да? Ящика нет? Странно. Выберите желаемое Ой. Так. Нам надо топор. Топор. Ух ты, это что такое? Топор. Топор. Ой. Он на 3, что ли? Как-то я не знаю, что это такое. Блин, разбираться надо во всем этом. Я фиг знаю вообще. Фиг знал. Сохранение данных. Два верхних и один нижний слева. А? Ой, настолько. Ой, простите. Минус уши. А, блин. Так, два верхних. Не работает же. Ладно. Ошибка 680. Чем я могу быть полезна? Мне нужно попасть на выставку. Как открыть двери? Замок открыл. Это моим мультиключом. Ошибка. Мультиключ не найден. У всех моделей Терешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых функций. Кажется, свой мультиключ ты где-то потеряла. Мои предплечья оторваны негодяями. Ошибка. Требуемый манипулятивный узел отсутствует. Запуск функции отпирания невозможен. Так, где же она могла потерять свою руку? Предлагаю осмотреть ближайшее помещение. Крас. А как выглядят особые нейроконнекторы для соединения с коллективом? Ну, те, которые должно получить руководство страны. Коннекторы, которые получат руководство страны, выглядят как устройство мысли в золотом корпусе с алмазной инкрустацией. Выдающиеся ученые из когорты академика Сеченова уже получили другие устройства. Другие? То есть это будут разные устройства по своему функционалу? Согласно замыслу академика Сеченова, чиновники получат пустых. Настоящие коннекторы с особыми полномочиями достанутся только ученым. Шеф решил обмануть советское правительство? Да не может быть. Откуда ты знаешь? Товарищ майор, откуда у вас новая нейроприметная перчатка? Ты что ли? Мне выдал тебя Дмитрий Сергеевич. Вот именно. Погоди. Так он отдал мне свою перчатку? От успеха вашей операции зависит судьба дела всей его жизни. Он просил быть с перчаткой поаккуратней. Пока не улавливаю мысль. Так. Блин, опять читать. Не надо читать.
Ой. Вот в прошлый раз, кстати, вот так же тормозила. И у меня запись прекратилась из-за вот этих записок. Сейчас вроде работает, да, все? Невозможно воспроизвести данные. Вроде бы работает. Информации. Системная интеграция отменена. Трансляция вроде как идет. В прошлый раз также я, короче, включила, и у меня тоже там так бла-бла-бла тупило. Выставку. What the fuck? И что мне теперь смотреть на это недоразумение, на машину эту подлую, которая меня убила? Это ненадолго, скоро все исчезнет. Да, скверное должно быть ощущение. Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Да уже исчезает. Только легче не становится. Я даже не помню, как меня зовут, а эту рожу металлическую помню. Помню, как он мне собак кишки вспарывал. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят, как персонал. Заменили вот. Бедных людей повырезали только. Роботы эти ваши. Эх, оставьте меня уже. Дайте забыться. Эх. О, можем туда пойти. Ой. Опять читать не хочу. Или хочу. Блин, почему у меня так тупить начинает? Я уже боюсь, что вдруг этот стрим прекратится. Запрос плакатов. Дата 13 мая 55 год. От кого? Нач инженерной службы П. Веритаев. Кому? Рук отдела печати Н. Назаров. Товарищ Назаров, позвольте выразить вам восхищение вашими плакатами. Очень хорошая работа, однако я хочу, чтобы вы сделали партию новых. Конкретно для моих подчиненных. Жестокие, страшные, с кровью. Помните? Как... помните? Помните? Как остерегайся удара с юзгой, только жестче. У нас на магнитах очень травмоопасные плакаты должны сразу предупреждать, что одна ошибка и конец. Сделайте парочку макетов, я посмотрю и скажу, что править, но чтобы кровь стыла в жилах прямо. Господи, блин. Небольшая редактура. А там будет кто-нибудь, кто мне это подскажет? Просто в прошлый раз был какой-то чел, и я просто что-то нажала там, и все. Небольшая редактура. Дата 28 мая 55 год. От кого? Пресс-секретарь ВДНХ М. Габриашвили. Кому? Рукотдела печати Н. Назаров. Срочные правки. Пожалуйста, удалите этот текст из брошюр, подготовленных к третьему кварталу 1956 года. Изначально комплекс ВДНХ задумывался полностью летающим, расположенным на платформе Икар, как и Челомей. Предполагалось, что этот воздушный музей-выставка будет курсировать над СССР, приглашая гостей из городов, расположенных на пути подняться и знакомиться с экспонатами. Однако оказалось, что скорость развития производства новых машин, которые становятся объектами выставок, столь велика, что образцы будут неизбежно устаревать. Пока платформа летит из Владивостока в Ленинград, посему было решено оставить ВДНХ на территории предприятия 3826.
Обновление данных. Дата 31 мая 55 год. От кого? Пресс-секретарь ВДНХ М. Габриашвили. Кому? Рука отдела печати Н. Назаров. Анализ биометрических показателей 96,4% посетителей за отчетный период начала 1955 года выявил следующий уровень реакции на внешний вид роботов. Названия обиходные. Рафик 2, Терешкова 10, Вовчик 5, Беляш 8, Наташа 10, Работник 4, Ежиха 3. Данные передать в АПО для анализа и дальнейшей пересылки в КБ. Беляш. Беляш! Я хочу беляш! Дайте мне беляш! Не хочу пирожки, хочу беляш. И здесь трупы. Я надеюсь, не прилетят эти штуки. Мне это, знаете, что еще напомнило? Вот эти летающие штукенцы. Вы, наверное, в курсе, да? В курсе истории Dead Space. И вы, наверное, помните, как там превращались люди в монстров? Может, мультик? Кто, если смотрел? А, это мы открыли... Или что это? Все понял. Так, там какой-то робот. А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант. Который обслуживает убитых им же людей. Пришибу, тварь. В данный момент робот не агрессивен. Можно получить руку без боя. Короче, там такие летающие штуки были, как этот. Они как скат выглядели. Но они летали, короче, так вот. И они заражали, короче, людей, мертвых уже людей. И те, короче, потом превращались в этих, в некроморфов. Так страшно превращались, ужас просто. Там все вот так. И потом ходили вот так вот. И вот эта, походу, идея взята оттуда. Вот эти цветочки такие, пук-пук-пук, которые заражают трупов. Да тут вообще с очень многих игр взяты идеи же. С Финалки взято, с Резидента взято. Вот, с Dead Space взято. Шутеры эти всякие тоже. Короче, этот робот безобидный, да, в принципе. Это что такое-то? Со звуком! А почему до этого без звука было? В основном из Биошока. Да-да-да, еще и Биошок. Здесь, наверное, будет, да? А, здесь в этой серии. Ну, что это было за... Заяц, робот. Заяц... Ой, робот. Заяц, волк. Заяц, волк. С Far Cry взято вот именно первого лица и вождения. Сейчас таким этим джентльменом сделают. О, вот это был этот детская травма.
Ой, ужас. Я еще помню серию, когда заяц превращался в оборотня. Это было тоже страшно. Я не помню, сколько мне было лет, но я была очень мелкая. Я когда первый раз увидела, я такая... Мама. Ужас. Блин, жалко этот, вырезали. Он же там его стукнул, этого зайца, и он потом так превратился. Начал превращаться. А, все. Типа так вот сделали, да? О, господи, как много записок. Еще немного о гостях. Дата 12 мая, 55 год. От кого? Пресс-секретарь ВДНХ М. Габриашвили. А кому? Отдел работы с посетителями. По результатам опросов посетителей было выявлено, что большая часть гостей отдает предпочтение экскурсоводам людям, а не Терешковым. Очевидно, что робот, рассказывающий о роботах, вызывает у людей тревогу и непонимание. Однако после проведения скрытого теста на интеллект теста ВДНХ Елизаровой выяснилось, что эта реакция свойственна менее образованным людям из рабочего и крестьянского класса. Интеллигенция и партийные деятели, напротив, предпочитают Терешковых, которые для них сами по себе становятся частью выставки. Понятно. Для всяких еёных, егонов, ихних, короче, не очень. Вывод: после того, как посетители во время прибытия приходят скрытый тест ВДНХ, их необходимо разделять на группы и предоставлять либо экскурсовода человека, либо Терешковых. Разошлите распоряжение. Новый корпус ВДНХ. Дата 1 июня 55 год. От кого? Пресс-секретарь ВДНХ М. Габриашвили. Кому? Персонал ВДНХ. Товарищи, сразу после всеобщей полимеризации мы начинаем строительство нового корпуса, который будет полностью посвящен летальным аппаратам и торжеству воздухоплавания СССР. Комплекс будет возведен непосредственно на ВДНХ в воздушном пространстве, а доставка гостей в него будет осуществляться с помощью новой технологии воздушных лифтов. В связи с этим среди сотрудников объявляется конкурс идей для оформления входной зоны. Основные идеи, которые должны быть отражены: высоты, свобода, яркое небо, торжество науки и стремление к звездам. Идеи и предположения принимаются до 15 июня включительно. Победители получат поощрение и будут отмечены на досках почета. Так, о гостях. 2 июня 55 год, ночь без ВДНХ, Исмаилов, экскурсоводы. Не секрет, что среди сотрудников отношение к комплексу ВДНХ двоякое. Некоторые считают, что это не более чем музей-выставка. Однако хочу вам напомнить, именно на ВДНХ гости знакомятся с нашими новинками, и поэтому бдительность и осторожность требуется здесь не меньше, а дальше больше, чем на засекреченных объектах типа Вавилова или Павлова. Интуристы регулярно пытаются попасть в служебные помещения и потрогать экспонаты. Я не говорю, что ко всем нужно относиться как к шпионам, но помните, потенциально каждый гость — это агент врага, расслабляться нельзя. Почему ВДНХ? Черновик. 28 декабря 54. Пресс-секретарь ВДНХ Габриашвили. Кому? Пресс-секретарь ВДНХ Габриашвили. Выставка достижений народного хозяйства. Почему название такое же, как у выставки в Москве? Первоначальное название ВДНП – «Выставка достижений научного прогресса» было признано неблагозвучным. Для многих туристов и гостей аббревиатура ВДНХ стала знаковой, и наш выставочный комплекс на предприятии 3826 использует ее скорее как товарный знак, а не как буквальное обозначение. Товарный знак, товарищи! Скрытый тест ВДНХ. Дата 21 января 55 год. От кого? Ночь без ВДНХ, Исмаилов, экскурсоводы. Разработанный лично товарищем Елизаровой и академиком Сеченовым, тест на интеллект посетителей выставки заключается в фиксации направления взгляда гостей при входе в комплекс. Камера ромашки фиксирует последовательность взгляда, определяя, что привлекает внимание гостя в первую очередь. Яркие цвета, антураж, сложные устройства, плакаты или роботы. Последовательность выбора точек интереса свидетельствует о развитии интеллекта.
Наиболее низкие цветные пятна, стены, декоративные элементы, сложные устройства, роботы. Наиболее высокие роботы, сложные устройства, элементы освещения. В настоящий момент разрабатывается дополнительный алгоритм, который по вниманию к системам безопасности типа ромашек и ульев поможет выявлять потенциальных правонарушителей и или шпионов. Понятно, да? Якс. А что вот это такое? Ну, блин, конечно, удобно вы сделали. Опять эта штука. Товарищи экскурсоводы, внимание! Посмотрел я записи вашей работы. Что это за скука? Робот-трафик представляет собой технические характеристики еще. Вас же дети слушают. Пионеры, школьники. Надо интереснее. Вот, смотрите. Что это? Это робот-трафик. Он дружелюбный и веселый. И пусть он немного пузатенький, но с ним точно классно. Ну или... Посмотрим. Вуаля. Пора уносить ноги. Правильное решение. Но подозреваю, что раб 9 на нас обидится. Офигенно. Вот так прям детям и сказать? Офигенно. Не передергивайте. Ну, не офигенно. Как-нибудь. Делайте экскурсии веселыми. Пусть октябрята по роботам полазят, что ли. Покатаются там на них. Интересные шарики. Мне эта люстра напоминает двойную спираль молекулы ДНК. Что она напоминает вам, майор? Не хочется даже представлять. По-твоему, я не знаю, как выглядит ДНК? Ни в коей мере не сомневаюсь в глубине ваших познаний. Сначала мирный атом, потом спираль ДНК. У нас на предприятии точно только роботов разрабатывают? Выглядит так, как будто мы здесь новое человечество создаем. В каком-то смысле это так. Без генетических разработок не было бы нейрополимеров, а значит и нейросети. И безопасные, и веселые. Мы должны прививать ребятам интерес к роботам, а не усыплять. Блин, так и думала, что он будет каким-то плохим. Ой, так. Как она работает? Поднесите ее к моим нейросенсорным контактам. Мультиключ активирован. И что теперь? Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Одну минутку. Мы ее починили или сломали? Система самовосстановления полимерных соединений. Терешкова новейшая модель. В ее создании участвовала настоящая актриса и космонавтка. Вот уж на что мне пофиг, так пофиг. Веришь, нет? Другое дело. А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь. Здравствуйте, дорогие товарищи! Добро пожаловать на выставку народного хозяйства! Ты что несешь? Какая нахрен речь? Тут трупы кругом, кровь лужами, а ты тут вытанцовываешь. Мои алгоритмы сбоят от ужаса, но в моей базе данных не заложено вербально-визуальных инструментов, призванных выражать страх, ужас, а также отрицательные или негативные эмоции. Конструктивно я была настроена только на позитив. Этот жуткий диссонанс моего поведения с окружающей обстановкой меня шокирует. Но я ничего не могу с этим поделать. Да уж, никто такого не ожидал. Ладно, мне необходимо срочно перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. В режим военных учений? Это же означает еще большую агрессию систем пассивной и физической безопасности. Это может привести к гибели еще живых людей, если таковые тут остались. Вот именно, если остались. У вас тут одни трупы везде.
Выполняй приказ, Роб. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвойне. Докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать тебе, что я человек? Харакири, что ли, себе сделать? Пройдите тест Дарвина. Докажите, что вы человек. Чего? Какой еще тест? Может, лучше башку тебе оторвать? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически долго. С радостью подтверждаю эту информацию. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо? Докажите, что вы человек, пионер Нечаев. Положите на эту стойку 3 предмета, которые олицетворяют главные ценности советского гражданина. Труд, искусство и жизнь. Ебучие пироги. Да что ж мне так везет на всю эту хрень? Сохранение. Найдите голос Родины, найдите символ Родины, найдите росток Родины. Движение рта и глаз. Ну, это было бы, наверное, странно. В принципе, так смотрится нормально, если так подумать. Выберите желаемое действие. Так. Почему я не могу? На движение рта очень помогло бы. Скоро по сюжету узнаем, что они не роботы, не только для работы. Зачем спойлерить? А как улучшать-то? А, вот же, господи. Так, ну тогда... А что у меня есть? Так. Ну, это, наверное, тогда тратить не будем, чтобы создать... Вот это бы создать. Пока не хватает ресурсов, чтобы это сделать. Так, куда нам идти? Сюда? Господи. Так лагануло. Странно, но тебе школа их любит, хоть и робот. Это что, весы? Цветы! Отдай ей цветы! Некоторые роботы совсем как люди. И некоторые люди совсем как росток роботы. Родины. Ванька полимерный. Ботинки комплекса Вавилов занимаются не только разведением растительных культур для других планет, но и активно развивают советскую флору. Специально для советских граждан был выведен специальный сорт цветка – бальзамин, Ванька полимерный. От своего мокрого товарища его отличает поразительная неприхотливость. Цветок совершенно не нуждается в поливе и будет цвести круглый год. Да.
Что ты так замедлился? Чего он так замедлился? А. Голос. Нет. Нет. Так, ну-ка, почитаем отзывы. 30 марта 55, посетитель 228. Так, добрый день. Мы были Добрый день. Мы были посетить выставку ваших машин. Нравилось очень впечатление. Нет расстройства, есть желание. Желаем, чтобы были надписи иных языков. С переводчиком сложно. Искали, где вода закрыться долго. Но очень красиво. Союз Советский очень страна привлекать. Мы хотим быть здесь снова. Отзыв номер 32. 19 марта 55. Посетитель 1943. Уважаемая администрация ВДНХ, огромное спасибо за организацию экскурсий для наших школьников. После посещения вашего комплекса мы писали сочинения, и все написали такие объемные красивые тексты, каких я не помню даже. Мы обязательно приедем к вам в следующем году, если будет возможность. Отзыв номер 500. 4 апреля 55. Посетитель 2743. Уважаемые руководители, к вам обращается ветеран войны, майор запаса Виктор Алексеевич Рух. Я очень долгое время хотел попасть к вам на выставку, однако, получив эту возможность, я оказался разочарован. Где вся военная техника, слава о наших боевых машинах облетела весь мир, и почему я не могу их увидеть в мирное время? Ваши роботы-помощники, конечно, интересные, но хочется увидеть мастифов, единорогов и прочих боевых чудовищ. Надеюсь, исправите в скором времени. Отзыв номер 96. 21 марта 55. Посетитель 2501. Хочу подать жалобу на проведенную экскурсию. Ваш робот-экскурсовод Терешкова постоянно путала алгоритмы, или как там это у вас называется, описывала не те экспонаты, водила нас на несколько раз по одним и тем же маршрутам. На все претензии она только читала стихи и смеялась. Впечатления крайне негативные. Уберите роботов с должности или поменяйте им программу, или как там это делается. Так. А насчет теста Дарвина? Да-да, буду рада помочь, майор. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. Вот, живее тут ничего не нашлось. Относительно олицетворения искусства нельзя ли, понятно. Забудь, пока ничего не нашел. Я хочу спросить что-то другое. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. То молот вольного труда, серпа изгиб литой, пятиконечная звезда с каймою золотой. Вот, живее тут ничего не нашлось. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Заткнись, болванка тупорылая. Извините, сбой эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего вокруг ужаса. Относительно олицетворения искусства. Нельзя ли попонятнее? Что позволяет музыке достичь наших сердец? Угу, ясно. Забудь, пока ничего не нашел. У меня есть пара вопросов. Разумеется, майор. Я могу вам рассказать про все 4 этажа выставки. Челомей, Павлов, Вавилов и слишком Сахарин. токсично. Грубый. Что на этаже Челомейки? Я хочу спросить о чем-то другом. Всегда к вашим услугам. Ой.
У меня есть пара вопросов. Что на этаже Челомей? Первый этаж – Челомей. Посвящен открытиям в области робототехники и строительству инновационных жилых комплексов. Как в воздухе, так и под водой. Какие экспонаты на этаже Павлов? Второй этаж – Павлов. Посвящен автономным нейронным системам. Эта экспозиция – триумф советской биокибернетики и нейрофизиологии. Этаж Вавилов. Что там творится? Третий этаж – Вавилов. Посвящен прогрессу в ботанике, генетике и селекции новейших видов растительных культур. Этаж Вавилов. Ой, Третий этаж – не на ту нажала. Расскажи про этаж Сахалин. Четвертый этаж – выставка «Сахалин», посвящена исследованиям глубоководных экосистем и фаунических комплексов различных районов Мирового океана. К сожалению, в данный момент этаж «Сахалин» работает в режиме склада и не входит в выставочную экспозицию. Так, а где найти голос Родины? Доступ разрешен. Так. Паштет. У меня вот это было. Я бы вот это хотела. Я хочу на вот этот накопить. Доминатор. Это что такое? Радио, сейчас. Это что такое? Чё это? Что это за... это водка. И что я получу? Ой, доминатор. Десять. Это что? Калаш. Рецепт нужен. Блин, коллаж бы сделать, конечно, но нам нужен сначала рецепт. Ай, ладно. Значит, вы согласны с его новаторскими идеями?
А насчет теста Дарвина? Да-да, опять Слушай, включи что-нибудь веселое, а то как конец света. радио будущего. Изумительная музыка, самодулированная новейшим квантовым суперкомпьютером, основанная на предпочтениях и тенденциях современных исполнителей. Теория вероятности утверждает, именно такие песни граждане будут слушать в будущем. Так ведь граждане уже сейчас их слушают. Получается, в будущем это будет музыка прошлого? А через 30 лет композиторы не будут это писать, потому что это уже написано? Ну тогда музыка будущего должна меняться каждую секунду. Верно подмеченный Музыка временной будущего, парадокс. музыка А прошлого. вы наблюдательны. Музыка будущего формирует музыкальный стиль в настоящем. Однако суперпозиция наблюдателя и изучаемой информации находится в самосогласованной петле. Простыми словами, мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем, какой она будет. Но если это значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. Блин, аж башка заболела. Пионер Нечаев, вы блестяще прошли тест Дарвина. Скажите мне, кем вы хотите стать, когда вырастете, а? Космонавт. Отличный выбор профессии. Желаю вам... Что ж, мне было приятно ваше внимание, Желаю майор. вам. Теперь, чем я могу помочь вам? У тебя что, память сбоит? Мне необходимо Сбоит. объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это Ой, не в да моих да. силах. Ты издеваешься? Я могу предложить решение этой задачи. Дело в том, что активация Рот режима кривится. военных учений невозможна силами одного робота. Для подобной процедуры требуется 2 робота, а не 1. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала этого жуткого кошмара мы работали в информационном зале вдвоем. Но в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ее по всему комплексу, что ли, растащили? Именно. Как вы узнали, дорогой товарищ? Богатый опыт. Мне что, теперь искать ее части по всему ВДНХ? Если вы установите в меня привод нет. административного управления комплексом, я смогу подсказать, где искать части несчастной Клары. Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? Прошу за мной. То, что происходит вокруг, чудовищно. Роботы словно сошли с ума. Ни хрена себе у нее каблук. Это сколько сантиметров? Это шпилька. Да уж, вы только взгляните на этот позор. Столь благородная роль — помогать лесорубам и службам спасения. А ты? Как ты используешь данные тебе нашими создателями орудие? Как примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять? У меня есть расширение Ну, этот Better TV. Стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не Я стыдно? отсюда могу использовать Выпятил всем на показ смайлики свой тут есть, иридиевый они у меня. уплотнитель. Ну ты же понимаешь, что он не сам это сделал. Верно? Чего тут такое? Ужас. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Видно? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же это Не. бедро устроили. Я сегодня такая забывчивая. Эх, как вам людям хорошо. Взяли бритву А и почему сбрили эти он отвратительные ужасные усы. А не это что? активировался? Ты даже Я не машина. Дуралей! Ты лишь имитация машины. Жалкое подобие. Инструмент. Простите. Один такой в свое время пытался меня... Так, не будем об этом. Чё? Чё он тебе пытался? Робот-лаборант представлен в различных моделях.
Модели, выкрашенные в черный цвет, оказались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена не понял. Ты же помощник, Терешкова. Можешь сказать по-человечески. Ой, все, никакого чувства такта. Вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора, с этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом. Мои алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее кровавые лапы. Но, к сожалению, именно она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно, Терешкова, ускоряйся, времени все меньше. Уже иду, Ой, дорогой уже товарищ. устала от нее. Какая она медленная, скучная. Ой, а кто хороший мальчик? Пьет свою Кто сиску. мой самый любимый, самый нелепый, самый пузатенький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? Шрифт Моя можно еще сделать. прелесть. Мы на месте, дорогой товарищ. Привод административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. Только прошу, майор, будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Ой, а что это щелкнуло? Это у меня боевые протезы трещат. Расслабься уже. Есть. Вроде все так. Подключение административных прав прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже атриума. Соберите ее воедино, прошу вас. Сохранение данных. Ай. Долгое задание, да? Ну, может, закончим тогда? Пойдем смотреть передачу. Сколько сейчас время вообще? 10 часов. Пойдемте смотреть передачу. А уже устали. Так. Закончим на Ютубе. И продолжим на Твиче. Подписывайтесь на мой Твич, чтобы сидеть и пердеть дальше на стриме. Потому что на Юле чуть не сказала. Потому что на Ютубе уже все. Сохранение данных. Еще раз сохранимся и все, и будем заканчивать стрим на Ютубе. Всем спасибо, кто посмотрит запись. Все. Пока-пока. А мы дальше продолжаем на Твиче. Мне не надоело. Пока, Ютуб. Все, пока-пока.